территорию, которую оккупировала Российская Федерация. Вы разговариваете с преступником. Преступником народный депутат Украины Рифат Чубаров называет вот этого человека. Его зовут Игорь Рулев. Он приехал в Украину на переговоры по вылову рыбы в Азовском море на следующий год. Я вас призываю прекратить эту деятельность. Чубаров утверждает, что в июне прошлого года Игорь Рулев, как руководитель российского Азово-Черноморского теруправления рыболовства, встречался с местными рыбаками в Севастополе и своим визитом на полуостров нарушил украинскую государственную границу и украинское законодательство. Те, кто совершил преступления по украинским законам, должны быть выброшены за пределы украинской территории. О том, что встреча в Севастополе была, сообщал сайт Федерального агентства рыболовства. Затем эту информацию удалили, но поисковик Google сохранил кэшевую копию. Вот она. Украинские депутаты и чиновники, которые специально приехали на заседание рыбной комиссии, утверждают, переговоры с Россией о ловле рыбы абсурдны, а под председательством Рулева вообще незаконны. Как мы можем садиться за переговоры со страной-агрессором, которая не придерживается никаких условий, которая контролирует по факту всю территорию Азовского моря, похищает наших рыбаков и захватывает территории? И это только маленькая часть нарушений, которая допускается страной-агрессором вопреки условиям данного соглашения. Какое заседание может быть? Из-за скандала переговоры останавливают. Было приглашение со стороны Госрыбагентства Украины. Поэтому мы официально на основании этих писем прибыли на Украину. Принято решение о нецелесообразности дальнейшего продолжения пребывания нас здесь. Поэтому делегация собирается и покидает. На заседание комиссии Рифат Чубаров вызывает полицию. А о подозрениях в отношении Игоря Рулева сообщил в СБУ. Вслед за правоохранителями приехали и представители российского посольства. Российскую делегацию под защитой частной охраны вывели из помещения. Игорь Рулев все обвинения отрицает. Ничего законодательства, уверен, я не нарушал. И из-за них я тоже отвечаю, что не нарушаю. После этого украинские члены комиссии поехали на консультации в Министерство иностранных дел. А уже на следующий день в МИДе заявили, что эти переговоры необходимы и все равно будут проведены. Если мы не проведем это заседание, если мы не проведем это заседание, если наши рыбаки не будут ангажироваться, если они не будут обсуждать будто бы очень технические вопросы, там квоты, трал и так далее, так Россия скажет, что все они отказались от консультаций, и теперь Азовское море наше, и они будут всем говорить так. Поэтому заседание как таковое нужно. Заседание как таке потрібно. На второй день после скандала, 26 октября, пограничная служба Украины заявила, что Игорю Рулеву и еще двум членам делегации запретили въезд в Украину. Основанием стало подтверждение о том, что Рулев с коллегами незаконно посещали Крым. Игорь Токарь, Юрий Шипунов для Крым Реалии.